330 аварий произошло в 2014 году на дорогах Владикавказа, 26 человек погибло, более 400 были ранены. Такие данные были озвучены на заседании профильной городской комиссии. Главные причины аварий, по словам сотрудников ГИБДД, это превышение скорости и выезд на встречную полосу движения. Члены комиссии также затронули тему нехватки светофоров и парковочных мест в городе. На совещании было принято решение расширить улицу Барбашова и 50-летие Октября. Кроме того, планируется восстановить срезанные шипы на проспекте Мира, а возле лицея искусств и 5-й гимназии появятся лежачие полицейские. Неудовлетворительное содержание светофоров. Почему? Наш вопрос. Есть руководители, которые отвечают. Ваня, пока нет приятеля. Почему? Я вам тогда писал, почему не работает? Мы все выделяем деньги. Почему не работают светофоры? И нечего новые делать, наведите порядок в старых. Первый в России музей металла откроется во Владикавказе летом следующего года. Стартовый проект нового музея был представлен на суд зрителя на базе завода «Электроцинк». Экспозиция носит название «Мир металла». Помимо презентации проекта, все желающие оценили и удивительные металлические работы художника Сергея Цахилова. А учащиеся профильных учреждений приняли участие в викторине, посвященной истории завода «Электроцинк». Завершилось мероприятие выступлением хора мальчиков, которое молодые исполнители приурочили к 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Мы находимся сейчас в зале, который на сегодняшний день называется музейно-выставочный проект «Мир металла». Проект этот стартовал в октябре прошлого года как зал для проведения выставок, презентаций, связанных с металлургией, с металлургическими профессиями. Но на самом деле проект, который мы задумывали, он немножко шире, чем просто металлургия. Это попытка рассказать людям о взаимосвязи человеческой цивилизации, человеческого творчества, всех основных этапов большого пути планеты нашей, технологического, исторического, связанного с металлом. Православные празднуют День Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. По этому случаю в одном из старейших зданий Владикавказа состоялся молебен. Возглавил его исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Балатаев. Звучали церковные песнопения на русском и грузинском языках. Грузинская школа, в которой сегодня прошел молебен, была образована во Владикавказе в конце 19 века. При ней же выстроили домовую церковь. В 30-е годы 20-го столетия ее упразднили, но 5 лет назад церковь удалось вернуть. Теперь все верующие ратуют за восстановление храма. Сейчас здесь каждую субботу проходят службы. Дорогие о Христе, поздравляем вас со святым праздником Святой Равноапостольной Нины. В нашем храме первая праздничная служба была на Рождество Господа Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня же первый престольный праздник. Правда, мы литургию не совершаем, молебен, вот с чтением акафиста, но надеемся в скором времени молитвами наших прихожан, дорогих помощников, милостью Божией возвратить сей храм во славу Божию.